имеет ли смысл требовать поправок в закон об иностранных агентах, если сообщество считает, что этот закон должен быть отменен? На мой взгляд, это немножко похоже на попытку скорректировать закон о поедании младенцев. Да, то есть мы будем есть не живых младенцев, а жареных младенцев. Вот Ну, как вы думаете? и мне кажется, что вы преувеличиваете, что здесь есть такое преувеличение ненужное, потому что каждому свое. Кто-то требует от отмены. Я, например, вообще выступаю за то, чтобы, когда вот ко мне обратились подписать вот петицию про отмену, я говорю, а почему там нет про нежелательных организаций и экстремистские организации? Я бы вот подписал, чтобы отменить законодательство об иностранных агентах, нежелательных организациях и экстремистских организациях. Но эта петиция про другое. Я могу составить вот такую большую петицию, как мне нравится, и заняться сбором подписей под нее. Главные редактора, которые написали петицию про изменение законодательства об иностранных агентах, они выступают с более таких сервильных, с более, как сказать, мягких, да, компромиссных позиций. Но на самом деле вот возможность чего-то добиться, это когда у нас существует широкая коалиция, куда входят как очень негативно настроенные к власти и резко оппонирующие люди, так и те, кто оппонирует власти с позиции как бы диалога и таких умеренных, да, компромисса. Вот широкая коалиция, это когда есть и те, и другие. Потому что когда это только те, кто радикально оппонирует власти и требует большего, это, как правило, оказывается не очень сильная коалиция. Поэтому давайте не будем противоставлять две петиции друг другу. Наоборот, важен широкий консенсус про то, что делается с помощью этого закона, совершенно противозаконно. И это нетерпимая ситуация, и нетерпимость этой ситуации признаем как мы, подписавшие, скажем, второе обращение, так и те, кто подписал первое. И мы в этом смысле вместе добиваемся общей цели. Мне непонятно, как бы вот это... Ну, да, конечно, я бы не стал вот писать Пескову такое вот прошение об отмене закона об отрубании пальцев. Но это не самое главное. Самое главное, чтобы этот закон изменить. Кирилл, вы очень часто, когда возникают такие вот сложные ситуации, когда нужно делать выбор политикам ли, общественникам, активистам и так далее, вы пишете очень всегда рассудительные посты в Фейсбуке, свой взгляд. Мне кажется, такой, немножко вы поднимаетесь над ситуацией, и вот вы видите немножко по-другому всю эту историю. А следующий шаг, вот мне кажется, что у вас получилось сделать и в этом случае примерно то же самое. Как вы думаете, следующий шаг какой бы мог бы быть у широкой коалиции, как вы говорите, и тех, кто радикальные меры требует, и тех, кто более лоялен к этой ситуации или готов на компромиссы, что нам всем вместе это делать дальше? Надо продумывать общую кампанию продолжающихся требований. Как эти требования сделать повседневностью, как все время их, чтобы они присутствовали, это требование, общее требование изменить этот закон, чтобы изменить то, как бы о нетерпимости того положения, того механизма применения закона, который сейчас существует, и нетерпимости этой ситуации. И мы должны как-то развивать эту кампанию, придумывать ходы, придумывать акции совместные, которые как бы все время эта тема будет кипятиться, там перевариваться и висеть в воздухе. Вот это надо придумывать кампанию. Кампанию придумывать, это особое дело там политических активистов. Придумывать кампанию, чтобы она была интересной, чтобы она не вяла, чтобы она длилась. Очевидная вещь. Кирилл, а как вы думаете, политика саботажа, гражданского неповиновения, неисполнения этого закона всеми средствами массовой информации, физлицами и инагентами, могла бы иметь какой-то эффект? Но мне кажется, это будет очень радикально. Видите, наверное, нет. Вот опять-таки у нас возникнут такие разные. Это могут саботировать некоторые СМИ, которые, например, находятся не здесь, да. Они могут саботировать. Но те СМИ, которые находятся здесь, им будет очень сложно это саботировать. Даже те СМИ, которые вынуждены при всяком упоминании этих организаций и
СМИ все время прибавляют, что они иностранные агенты, они существуют в легальном поле, да, и мы не можем от них требовать, чтобы они выходили из него, если они еще там есть. Ну, в общем, мне кажется, что это, может быть, было бы и неплохо, если бы все саботировали, и какая-то была уже такой клэш такой, да, но это не очень мне представляется реалистичным. И поэтому я предлагаю именно иметь в виду, что здесь есть довольно широкий консенсус по этому вопросу, и нужно держать этот фронт широкого консенсуса. Нужно держать эту широкую коалицию, придумывать, что она еще может сделать, чтобы эта тема не протухала, не скукоживалась и не усыхала. Вот. Все, у меня, ну, в смысле, время нашего эфира закончилось безжалостно, просто сегодняшний эфир. Кирилл, огромное спасибо, что присоединились к нам и поговорили на эту, как мне кажется, одну из самых важных тем последних, ну, так не знаю, 2 недель, наверное.